Всем, кто пришел в столичный полтинник на баскетбольную игру между командами Индии и Китая, была предложена нескучная игра. И если еще вчера журналисты называли сборную Китая темной лошадкой, то уже сегодня с первых минут встречи стало понятно, что она меняет статус темной на резвую. Да, китайцы были сегодня на высоте. С первой же четверти сборная КНР практически громила команду соперника. Надо сказать, что в последнее время Китай гремит на весь мир своими выдающимися спортсменами в разных видах спорта. Если дело дальше так пойдет, то эти мальчишки, приехавшие на игры «Дети Азии», в перспективе выйдут на большой паркет НБА. Итог же этой встречи 58-42, разумеется, в пользу Китая. Конечно, мы очень рады нашей победе. Соперники молодцы. У нас, конечно, было много ошибок. Мы не забивали даже в самых простых моментах. Завтра у нас игра с российской командой. Так что сегодня вечером будем упорно работать над сегодняшними ошибками. Стоит отметить, что индусы тоже не из дилетантов. Их финальные атаки были очень мощными. Именно они позволили сократить слишком большое отставание по очкам. Если бы они так играли с самого начала, то ой, как все могло бы быть иначе. Нам раньше не приходилось играть с командой из Китая. Да, они действительно оказались сильными и более опытными игроками. Но я считаю, что мои ребята сыграли вполне достойно. Блестяще выступила и наша сборная. При игре с незнакомой ранее командой Сирии якутяне показали отличную игру. Сплоченность команды и правильно подобранная тактика вывели наших в доминирующее положение. То ли от паники, то ли от неуверенности сирийцы допустили несчетное количество ошибок, чем нервишки-то своему тренеру ребята изрядно потрепали. Атака за атакой, мяч за мячом наши уверенно вели в счете с большим отрывом. Уже к началу четвертой четверти было ясно, что сирийской команде не избежать поражения. Окончательный счет 74-63. Победа далась очень тяжело. Мы не готовились к этому сопернику. Первый раз вообще играем с ними. Вообще готовились около 2 недель активной работы. Было очень тяжело. Сегодня вышли. Поначалу было тяжело привыкнуть к атмосфере, к залу, к болельщикам. Но со временем, когда почувствовали, что есть преимущество 5-10 очков, стали свободнее играть. Уже почувствовали, что можем выиграть, и постепенно наращивали преимущество. Было много ошибок, не забили свои мячи много потерь. Но это все будем отрабатывать, и в следующей игре уже такого, надеюсь, не повторится. Завтра на площадке полтинника еще 2 встречи. Вчерашние фавориты из Сибирского федерального округа и сборная Китая. Так что, дорогие сибиряки, рекомендуем как следует выспаться и морально подготовиться к игре с серьезнейшим оппонентом.